Ece Kazakistan öte bayıl. Öte mıqta köşte öndürüsü var. Öte mıqta avul şarbaşılığı var. Odan başka dayındalgan öte ülke mamanları var, halimler var. Al olsun bәрін vaqtında düz kol kalsa, мында biz öte шығып кетеміз. Уважаемые друзья, сегодня наш видеообзор «Человек-легенда» посвящается выдающемуся политическому и государственному деятелю, трижды Герою социалистического труда, ученому, академику, доктору технических наук, автору более 100 научных трудов Динмухамеду Ахмедовичу Кунаеву. Имя Динмухамеда Ахмедовича Кунаева по праву занимает одно из самых почетных мест в книге истории не только Казахстана, но и бывшего Советского Союза. Динмухамед Ахмедович 25 лет руководил одной из самых больших по территории союзных республик, и именно под его руководством на древней казахской земле произошли огромные преобразования, которые удивляли весь мир. Прошедший 2022 год был посвящен 110-летию великого сына казахского народа. Во многих городах и регионах страны прошли многочисленные памятные мероприятия. Указом президента Касым-Жомарта Токаева город Капчагай переименован Кунаев. Динмухамед Кунаев родился 12 января 1912 года в городе Верном, ныне город Алма-Аты. Еще в школьные годы Кунаев определился в выборе будущей профессии, решив стать горным инженером. В 1931 году по путевке крайкома комсомола Казахстана Кунаев поступил в Московский институт цветных металлов и золота. В июле 1936 года после окончания института Кунаев был направлен на Кумра-Балхашскую стройку, где прошел путь от машиниста бурового станка до директора Кунаевского рудника. В 1942 году Кунаев в 30-летнем возрасте был назначен заместителем председателя Совета народных комиссаров Казахстана. В апреле 1952 года Кунаев возглавляет Академию наук Казахстана. Крупный ученый в области горного дела, талантливый и энергичный организатор, он много сделал для развития Академии наук Республики. 31 марта 1955 года Кунаев на сессии Верховного Совета Республики назначается на должность председателя Совета министров Республики, а в январе 1960 года единогласно избирается первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. На этом посту он проработал до 16 декабря 1986 года. Во время руководства Кунаевым республикой в экономике, образовании, культуре произошли огромные изменения. Будучи человеком и руководителем своего времени, Кунаев делал все возможное, чтобы Казахстан занимал одно из первых мест в числе советских республик. Имя Кунаева пользуется огромным уважением в народе. В знак признания особых заслуг перед Казахстаном и в целях увековечения его памяти его имя было присвоено Институту горного дела Национальной академии наук в городе Алматы организован дом-музей Кунаева и установлена мемориальная доска на доме, где он жил. Динмухамед Ахмедович Кунаев умер 22 августа 1993 года. Похоронен в городе Алма-Аты. Жизнь и деятельность Кунаева – часть нашей общей истории. Главное, чтобы память о нем осталась не только в сердцах его соратников, которых становится, к сожалению, все меньше, но и у молодежи, ведь имя Динмухамеда Ахмедовича Кунаева навсегда остается в истории Казахстана.